За чашкой чая Владимир Чернов рассказывает Сергею Гапликову историю своей жизни. Строитель со стажем помнит, как строился Сыктывкар, какими достижениями отметились комсомольские стройки. Он и сейчас активно следит за развитием отрасли и делится с руководителем региона своими видениями реализации новых амбициозных проектов, в том числе в рамках освоения Арктики и развития Северного морского пути. Сергей Гапликов не понаслышке знает, что такое грандиозное строительство, а потому высоко ценит труд тех, кто работает над созданием значимых объектов. Раньше были единые фонды распределялись, все знали сколько. Сейчас, к сожалению, ситуация немножко другая, но тем не менее, еще раз говорю, все, что вот сегодня есть в республике, те возможности, которые мы реализуем, конечно, в первую очередь рассчитаны на тех, кто здесь работает, кто здесь создает рабочие места. Сергей Гапликов дарит юбиляру один из главных атрибутов строителей – рабочую каску. Именно в ней глава республики строил объект мирового масштаба для проведения Олимпиады в Сочи. Это с моего главного объекта. Спасибо, да? Вот. Сразу чувствуется. Как влито. Как влито, да. Уроженец Липецкой области Владимир Чернов всю жизнь проработал в строительной отрасли. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт. После службы в армии в 1968 году приехал в Коми СССР. Жену под мышку, 2 чемодана в руки сюда. Приезжаем. Холодина, это декабрь месяц. Холодно. Они встречают метель. На станции Вэжу нас заслали. А ехали мы в общем-то, на стройку комсомольскую. Главной стройкой тогда был Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Владимир Чернов внес весомый вклад в его возведение. Как раз мы попали на строительство лесопромышленного комплекса. Это была величайшая, одна из великих строек здесь, в Сыктывкаре. И в республике тоже. Она строилась под постановлением ЦК партии и Совмина СССР. Она был присвоен этот титул комсомольской стройки. В начале 90-х Владимир Чернов возглавил Комистрой, в котором проработал до его ликвидации. Участвовал в строительстве тепличного комбината, Сыктывкарской и Зеленецкой птицефабрик, столичного аэропорта. Впрочем, и после выхода на пенсию Владимир Тимофеевич продолжает трудиться. Он один из самых активных участников ветеранского движения Сыктывкара. Анастасия Тюрина, Николай Богданов, телеканал Юрган.